Уважаемые гости и жители Ленского района, мы поздравляем вас с Днем Государственности нашей республики. Желаем вам процветания, успехов и крепкого здоровья. Добрый день, меня зовут Саластан Скрипкин. Я ученик 3 класса школы номер 2. Я Аяна Федорова, ученица 2 В класса школы номер 3 города Ленска. 27 сентября – важный день в истории нашей республики. Именно в этот день, в 1990 году, был принят исторический документ – Декларация о государственном суверенитете. В этот день по всей республике проходят праздничные мероприятия. Особое внимание уделяется государственным символам Республики Саха, гербу, флагу, гимну. Наша республика очень богата и красива, но самая большая ценность – это люди, которые в ней живут. Сегодня мы расскажем вам о ленчанах, которые трудились во благо нашей республики и страны. Мы открываем волшебную шкатулку и знакомимся с нашим первым героем нашей передачи. Это Валентина Егоровна Колосова, почетный гражданин Ленского района, кавалер ордена Знак почета, ветеран труда, ветеран охотничьего хозяйства, одна из самых опытнейших охотников республики. Валентине Егоровне принадлежит рекорд. Самое большое количество соболиных шкурок, сданных в приемный пункт. Валентина Егоровна с детства вместе с матерью жила в тайге. К 12 годам сама заготавливала дрова. Ее мать была кадровым охотником, а маленькая Валя помогала ей выполнить план на охоте. Тогда охотники говорили, они выполняют план одного охотника вдвоем, но дочь охотится лучше. К тому времени Валентина научилась прекрасно ориентироваться и выживать в экстремальных ситуациях, и в 18 лет стала кадровым охотником в Бесчинчинском сельпо. В 1970 году перевелась в Ленский госпромхоз. Вышла замуж за охотника Колосова Василия Николаевича. Супруги охотились на участке Чаянда. На этой работе Валентина Егоровна добросовестно проработала до заслуженной пенсии. Почетный гражданин Ленского района, кавалер ордена Знак почета, ветеран труда, ветеран охотничьего хозяйства. В 2013 году удостоилась чести получить именное 5-зарядное охотничье ружье от главы Якутии Егора Афанасьевича Борисова. Благодарственным письмом президента Республики Саха-Якутия с вручением гладкоствольного ружья новинка Ижевского завода МР-155 марки «Байкал» награждаются лучшие охотники-промысловики муниципальных образований Республики Саха-Якутия. Колосова Валентина Егоровна, охотник-ветеран Ленского района. Про хозяйку тайги Валентину Егоровну Колосову много писали в республиканских и улусных газетах, журналах и книгах. В 1998 году семью Колосовых посетил французский кинорежиссер Фредерик Данелли, сняв киножурнал о жизни и деятельности Валентины Колосовой. А это наш земляк, сержант Егор Иванович Мыреев, первый снайпер в истории Якутии. Егор Мыреев окончил Бесчинчинскую школу в 1937 году, после чего поступил в рыбный техникум. Летом 1940 года он окончательно принял решение посвятить свою жизнь театру. Добился у руководства направления в Ленинградский театральный институт имени Александра Островского. Экзамены за первый курс Егор Иванович сдать не успел. Началась Великая Отечественная война. В составе первой добровольческой дивизии отправились якутяне, учившиеся в Ленинграде. Егор Мыреев с малых лет был знаком с ружьем, стрелял неплохо, имел значок «Ворошиловский стрелок», поэтому и стал снайпером. С 12 июля 1941 года участвовал в боях в Парховско-Псковском направлении. С 11 августа по 13 сентября 1941 года под Пулково в первой добровольческой дивизии имени Кирова. Был одним из зачинателей соревнований между снайперами, сформировал и обучал группу снайперов. На снайперском счету сержанта Мыреева 65 истребленных фашистов. О метком стрелке писали фронтовые газеты.
Егор Мыреев героически погиб в феврале 1942 года в окрестностях города Колпино. Его посмертно наградили орденом Красной Звезды. Память о нем живет в родном селе. А в год столетия Бутынчинской школы было присвоено имя легендарного выпускника. Первый подводник Якутии Василий Гусев родился в 1916 году в селе Большой Пеледуль Ленского района. Во время учебы в Витимской школе одноклассники Василия Гусева любили его за смелость и выдумку, а учителя уважали за честность. Он после семилетки поехал учиться в Якутский строительный техникум, но узнав, что на Пеледуйке началось строительство судоверфи, вернулся домой, пошел работать на стройку. Василий Гусев работал по приглашению в аппарате главсевморпути в Москве, бок о бок с легендарным Папаниным. В 1940 году он начал свою службу на подводной лодке С-7. Во время войны на боевом счету С-7 были 4 потопленных и 2 поврежденных немецких судна. За ратный подвиг 10 человек из экипажа одной подлодки, в том числе и старший политрук Гусев, были награждены орденами Ленина. Земляки любят и чтят своего героя. Его именем назван теплоход Пеледуйского завода и одна из улиц поселка. В 2008 году весь мир облетела весть о том, что в Якутии найден новый неизвестный вид динозавра. Он назван в честь нашего земляка, уроженца артеногоринского наследия, палеонтолога Петра Николаевича Колосова, ксенокритозуха Колосова. По оценкам экспертов, ксенокритозуха жила 145 миллионов лет назад, представлял нечто среднее между рептилией и млекопитающим, и, возможно, ее тело было покрыто шерстью. Петр Николаевич родился в 30 километрах от Чаянды в семье колхозника. Заочно окончил среднюю школу и поступил в Якутский университет. Получил специальность инженера-геолога. Известный ученый в области палеонтологии, лауреат государственной премии имени Гаврила Черяева в области науки и техники, эксперт Международного союза геологических наук, почетный гражданин Ленского района Петр Николаевич Колосов много лет изучал местонахождение динозавров на ручье Тете в Сунтарском улусе Якутии. Петр Николаевич также является автором многих книг, с которыми вы можете познакомиться в Центральной библиотеке. Вот такая у нас родина, земля отважных героев, самых трудолюбивых и добрых людей. Мы гордимся своими земляками и говорим им «Уруй Айхал!».